Алам хорматли ватандашлар, здравствуйте, дорогие туркменистанцы. Диктатура, отца и сына испугались, и вместо персоналистской диктатуры Харамдага пришел сын, но ему не было позволено создать такую персоналистскую диктатуру. И, кроме того, есть фактор, когда и отец, и сын боятся нарождающегося сопротивления, потому что отец и сын, во-первых, некомпетентны, во-вторых, они не могут моделировать информационное пространство, они некомпетентны, а все, что они говорят, это фикция, ложь. Но в этом есть и определенный, так сказать, нарратив. Все это делается для того, чтобы запугать инакомыслящее пространство, но и весь электорат страны. Так вот, я почему сейчас поднимаю этот разговор? Потому что есть признаки страха власти. То есть потеря денег, э, потеря власти, так, это серьезная угроза. И вот этот самый страх выйти из зоны комфорта, он толкает создать вокруг себя родственное окружение. Вот сейчас в ближайшее время, ну вот примерно в ноябре, как дают нам источники, вот к концу этого месяца, смотри, Харамдак, не перескакивай теперь, скажешь, что вот знай там и так далее. Мы знаем, что ты собираешься, Сердар засранец, ты хочешь отдать свою дочь за своего друга, сына, Хыдыров Мухаммед, министр внутренних дел. И якобы это должно быть вот в ноябре, к концу месяца. Этот самый Хыдыров Мухаммед учился вместе с этим засранцем. Они вместе учились в сельхозинституте. И даже он был у него свидетелем на свадьбе. То есть вот это вот доверенное окружение, которое он связывает родственными узами, необходимо диктатуре, потому что ведь пытался сделать то же самое Харамдак, но пришлось посадить, например, Мюликова, Искандера. Очень большие надежды. Кстати, я хочу обратить ваше внимание на то, что за структура МВД. Это самое большое количество имеющих власть в каждом регионе, в каждом этапе. Эти люди контролируют все государство. Вот это вот самое ведомство. Поэтому на эту должность министром этот Сердар Засранец назначил своего друга. И отец его не очень доволен, потому что здесь начинается противостояние, так? И начинается вот эта вот мафиозная война, потому что Еген и прочее и так далее. А с другой стороны, народ, конечно. И вот тут они подключают вот эту вот рекламную деятельность. Они вешают медальки, они там, значит, Хорматли Ильяшур, Хахаджан Тешлиф. Я все прекрасно знаю, мы с друг другом знакомы, ты был хозяином Ахальского вилаята, помнишь? И потом ты попал под пресс Харамбаши. Помнишь, когда он тебя гноил в присутствии 1000 человек в старом дворце? А? Когда он тебя обозвал вот этой невестой, которую отдают обратно домой, Гайтарма, что якобы ты себя так ведешь. Ты слова не сказал, ушел. И ты молодец, ты добился. Да, теперь ты вот выждал. И теперь даже те, кто отсидели в Абадан-ДП, я говорю о Вельмурадове, я говорю о бывшем мэре там, Ашир Черкесов, они тоже к тебе подошли. И вот за эту роль, объединительную роль, те, которые отсидели, которые готовы снова сидеть, то есть как обиженники ходят, не способные вам ответить, ты их вокруг себя собираешь. Саша Дадаев с тобой, потому что тебе поручено это сделать. И на этом основании ты стал еще и ближайшим родственником
Харамдага. Так, ты отдал свою внучку за внука Харамдага, за сына Сердар-засранца. Теперь тебе дали вот это вот, значит, почетное звание. Почетный Яшули народа. Хормотли или Яшульфи. А чем ты его заслуживаешь? Тем, что ты лижешь? Ты же холоп, а? Эти деньги, Боже мой, и ты эти деньги не заберешь с собой в могилу. Ради этих денег ты готов Ты хоть подумай, что будут думать люди о тебе и о твоих потомках через много лет. Поэтому, обращаясь к народу, я хочу сказать, не надо бояться их. Во-первых, они сами себя будут грызть, грызут и кончат грызней. Это раз. Потом даже эти силовики, они не отражают сознание всего социума. Я обращаюсь к тем, кто носит погоны. Вы, ребята, выбирайте. Рано или поздно это будет меняться. И поэтому сейчас, когда народ готов бороться, доведен до отчаяния, ваша позиция имеет принципиальное значение. То же самое касается и тех бизнесменов, которые работали, работают, зарабатывают деньги. Ведь если народ, а он рано или поздно придет к власти, если народ придет, он будет спрашивать, как были получены эти деньги и на что вы их использовали. Поэтому я хочу обратиться ко всем нашим, ко всему нашему народу и сказать, не обращайте внимания на вот эти вот психологические нарративы, которые диктатура пытается насаждать через вот это вот псевдопраздничное настроение, через вот эти медальки, бирюльки, которые он раздает, и через то, что он окружает вокруг себя. Это ничего не меняет. Да, большинство населения, да, она люмпинизирована, но это самая пассионарная часть общества. И начнется, конечно, именно там, безусловно. Главное, чтобы те люди, которые в погонах, или бизнесмены, или даже те, кто работает в структурах чиновничьих, в аппаратных структурах, понимали, кого нужно поддерживать, когда придет время. А это время придет, потому что народ имеет право. Halkın hakkı var.